Готовность машинно-технологических станций к весенне-полевым работам в центре внимания инспекционной поездки. Глава Министерства сельского хозяйства Бисван Перцхелия посетил Гудаутские и Гагарские районы, где провел встречи с руководителями районов. Диалог был направлен на поиски эффективных решений для повышения продуктивности и устойчивости сельских регионов. В Гагарском районе существует программа по сельскому хозяйству, которая действует много лет и предоставляет помощь в виде грантов сельчанам. Министр сельского хозяйства Бисван Перцхелия отметил, что здесь у крестьян есть возможность заниматься сельским хозяйством, зная, что район их поддержит. Земляные работы потихонечку отодвигаются дальше и дальше. Это, конечно же, неприятный фактор. Но что мы с этим можем поделать? На сегодняшний день мы приехали, чтобы посмотреть готовность нашего РУПа МТС оказать поддержку крестьянам. Убедились, что они готовы. Для этого существует и техника, и будет топливо, и мы обговорили, были только что у них. Второй вопрос, который очень важен, стоит перед нашим государством. Как вы слышали, президент Бадыр Зурович Гумба подписал программу, государственную программу. Раньше она была ведомственная, сегодня она уже государственная программа о помощи крестьянам. Прошу ознакомиться очень внимательно, посмотреть. Там будет оказываться реальная помощь селам по 1 миллиону рублей на каждое село. Это тоже должно сфокусироваться именно в вашей администрации. Эти средства обязательно должны быть направлены на улучшение жителей сельских территорий. Затем Бисван Перцхелия посетил машинно-технологическую станцию в Гагарском районе. На сегодняшний день здесь 6 тракторов, готовых к работе. Заместитель главы администрации Гагарского района Тимур Цышба подчеркнул, что Абхазия всегда славилась своим сельским хозяйством, а также табаководством и виноградарством. Сразу могу сказать, что касается администрации Гагарского района, мы готовы к взаимодействию во всех отношениях. Мы и до этого всегда были открыты и к диалогу, и к совместной какой-то работе. Потом попозже Карен Рафикович вам скажет, он курирует у нас это направление, что у нас есть свои программы, которые глава района постоянно каждый год устанавливает. У нас там есть свои лимиты на реализацию сельскохозяйственных программ. В завершении рабочего визита Бисван Перцхелия посетил частное хозяйство Адгура Хагуш в Пицунде. Фермер посвятил себя животноводству и трудится без государственной поддержки. Это занятие было передано ему от отца, и теперь он продолжает семейную традицию, полностью отдаваясь своей работе. Мы хотели показать это как пример нашим крестьянско-фермерским хозяйствам, что на самом деле человек может создать такую ферму, может ее обслуживать. Более того, тут созданы около 18 рабочих мест. Это, конечно же, радует нас. Год села – это уникальная возможность для абхазского агропромышленного комплекса выйти на новый уровень развития, отметил Бисван Перцхелия, подводя итоги поездки. Программа обширная. Ранее она еще не была осуществлена. Раньше сумма этих программ составляла от 100 до 150 миллионов максимально. Эта программа в этом году была увеличена практически втрое. В эту сумму входит 232 миллиона рублей. Это помощь сельчанам в виде грантов. 90 миллионов – это субсидии. 50 миллионов на обновление техники МТС. 5 миллионов на автозапчасти. И самое главное, 110 миллионов, хочу вам сказать, что вот как президент в своем выступлении сказал, каждому селу по 1 миллиону рублей. В этом году по решению руководства страны особое внимание уделяется развитию сельских территорий. Эта инициатива направлена на возрождение районов и оказание всесторонней поддержки тем, кто трудится на земле. По поручению президента и правительства крестьянам оказывается существенная материально-техническая помощь. Так, для бесперебойного проведения весенних работ все МТС обеспечены необходимым топливом, что позволит своевременно и в полном объеме подготовить поля к посевной работе. Президент лично контролирует ход весенней кампании. Милана Агарба, Алхаз Псарди, Раму Камки, Абхазское телевидение.